Добрый день. Сегодня в гостях у радио ЗОДИ известные в мировом оперном искусстве люди. Прима Мариинского театра в Петербурге, известная оперная певица Марина Шагуч, и ее супруг и известный дирижер Александр Хайндрава. Добро пожаловать в нашу студию. Нам очень действительно приятно вас наконец-то у себя видеть, потому что мы вас давно хотели пригласить. Я знаю, что вы сейчас, у вас очень большая программа, вы очень заняты, вы готовитесь к большому концерту. Расскажите, пожалуйста, какие произведения будут звучать, как вы готовитесь к этому событию? Звучать будут произведения Верди, Пуччини, и во втором отделении произведения Дворжака и Рахманинова, моего любимого. Как идут ваши приготовления? Ну, успешно пока, все хорошо. С организацией концерта в Праге у вас не было проблем, да? Хотя это, в принципе, можно сказать, что для вас немного такое новая работа на новом месте. Да, ну как вам сказать, проблем не было, но по разным причинам мы отсутствовали какое-то время. И немножечко приходится сейчас наверстывать в плане рекламы и так далее. Я думаю, что у вас все хорошо получится. Вот одно из важных направлений в вашей работе в Праге, а вы живете уже в Праге последние 5-6 лет, педагогическая деятельность. Вы работаете с профессиональными оперными исполнителями, которые приезжают к вам специально с разных концов мира. Школу вы свою назвали Международная академия оперного искусства. Скажите, пожалуйста, как вы решили создать такую школу? Нелегко ли вам было просто давать концерты в той же Мариинке и как бы наслаждаться этим? Нет, это, конечно, тоже, но в какой-то определенный момент, знаете, когда проходит много лет работы с разными музыкантами на разных самых больших сценах в мире, да, когда ты уже набираешь много-много опыта, тебе хочется этим опытом поделиться. Ну, а началось все с того, что мои коллеги стали спрашивать меня: скажи, как ты это делаешь? Да. Я стала что-то показывать, что-то рассказывать, и так я, в общем, поняла, что я могу поделиться своим опытом. Потом меня пригласили в Санкт-Петербургскую консерваторию, я преподавала там 2 года до того момента, как мы переехали сюда, в Прагу. Ну, а так как уже был этот опыт, уже хотелось это все продолжать. Да и потом, в общем, наши студенты, мои студенты сначала, которые были у меня в Петербурге, они уже поехали за мной сюда. Кто-то из них захотел, периодически приезжали заниматься. Потом мы стали заниматься вместе с Александром. И это такая, в общем, я бы сказала, уникальность нашей школы в том, что мы занимаемся сразу вместе, вдвоем. У вас своя студия есть, я уже оперный знаю. педагог вокальный и оперный дирижер. Дело в том, что у меня же как-то это не просто так сразу получилось. То есть если немножечко в историю нашу личную вернуться, да, с самого начала. Я работал в Мариинском театре тоже, но в оркестре. Я по первому образованию контрабасист, я играл в оркестре. И мне очень часто приходилось посещать уроки, вокальные уроки оперных певцов. Вот Марина, когда имела урок выписанный в Мариинском театре, я очень часто посещал, и это меня всегда интересовало. Впоследствии я получил 2-е образование как дирижер. И у меня, как бы, я себя вижу как оперный дирижер, и мне пока вот это больше всего. И так как я вник в это очень рано, и теперь какие-то спектакли, концерты именно с певцами очень много связано, стали мы уже вместе это делать, и получилось как-то так неожиданно, что одновременно вдвоем конкретный урок, когда ведется не отдельно, там только дирижер занимается с певцом, или там педагог вокала, а вместе, одновременно, они получают какую-то, наверное, такую дозу чего-то, что
им приходится очень интенсивно думать и работать. Конечно. А результат так получился такой, что очень результативные эти уроки. Вот у меня такой вот момент. Мы, конечно, мы журналисты живем в мире новостей, мы знаем о том, что очень многое происходит, а вот в искусстве нельзя сказать про оперное искусство, что это шоу-бизнес. И в то же самое время, очень часто красивые, приятные, известные личности очень часто мелькают именно в шоу-новостях. Все-таки оперное искусство — это модно? Или нельзя ставить так вопрос, Вы с знаете, вашей точки зрения? я бы так не назвал, модно или не модно. Я бы сказал, это вечно. Как вам сказать? Ну, А вечное может быть модным? вечное Вечное всегда всегда модно. будет. Оно всегда будет, поэтому оно всегда модное, если так можно выразиться. Потому что другое дело, что немножечко все изменилось, стало... Коммерциализировано? Да, можно и так сказать, поверхностным стало, менее качественным стало. Ну, то есть наше, например, с Мариной, то есть как мы себе это представляем, значит, субъективное, субъективное мнение, но мы очень направлены и как бы для нас приоритет качество. Настоящее качество, чтобы, ну, по возможности меньше было такой, я не хочу это слово халтуры применить, но есть немножечко у слушателя, у зрителя, у любителя оперы в некоторых случаях большие разочарования. То есть они не понимают, что происходит, там, слушают там что-то, там, смотрят. То есть они, У них наверное, смотрят вопросы возникают. на это искусство как немного на несовременное, вы хотите сказать? Да, что оно сегодня, вот есть такие, не называя имен, сказать, люди, которые не вообще мира искусства, из мира бизнеса, например, не называя имен, я бы скажу, что он считает, опера, искусство, оно уже умирает, или какие-то такие пафосные вещи. Я так не считаю, это не может умереть, как не может умереть там живопись, не знаю, там... Я знаю, что очень многие артисты, скажем, те, кто работают в театре, в драмтеатре, актеры, у них есть так называемые свои какие-то, грубо говоря, клише, если сказать более правильно, может быть, свои мечты. Есть люди, которые всю жизнь мечтают сыграть образ. Гамлет — это классика, то, о чем я говорю. Есть ли в оперном искусстве такое? Вот есть ли у вас своя мечта? Да, конечно. У каждого певца есть любимые какие-то произведения, любимые какие-то партии, любимые оперы и любимые композиторы. Я не зря сказала, что мой любимый Рахманинов. Да, я очень люблю Рахманинова, я очень люблю петь рахманиновские романсы, и я пела и его оперы тоже, но также я люблю и Верди, и Пучини, и Римского-Корсакова, Марина, и Чайковского. а можно выразить свою личность через оперное исполнение? Или... Да, конечно, это всегда так. Всегда, когда человек стоит на сцене, он... ну, грубо говоря, голый перед публикой. И это всегда слышно, что у человека есть за душой, что он вкладывает в партию, которую он поет. То есть, работая над произведением, вы его еще и анализируете, вы проводите через себя? Безусловно. А можно ли одно и то же произведение в разные творческие, свои личные периоды исполнять по-разному? Да. Абсолютно. Да, так да. и должно быть, на самом деле. То есть человек развивается, Конечно, он растет, и он Вы знаете, пересматривает. только что я говорил про качество, это же не просто там взял ноту там чисто, она или не очень. Не только об этом качестве идет речь. Убедительности не хватает сегодня, к сожалению. То есть, когда человек приходит в театр, в оперу, да, на какую-то определенную, много такого хочет что-то очень настоящее и живое услышать. Часто этого не происходит, потому что все, многие направлены на то, вот это моя партия, я ее успел, закончил уже. Нету образа, не очень это убедительно. Само исполнение не очень
убеждает и в техническом плане. Да, и вот в техническом в техническом плане очень много проблем. Понимаете, почему-то все решили, что мы должны говорить про образ, про высокое искусство, не имея фундамента. Понимаете, дом нельзя строить с крыши, да. Существует какой-то, ну это тогда банальные вещи, но, к сожалению, не применяются в жизни. Сразу все хотят говорить о высоком, не имея фундамента и основы. И поэтому, пропустив много ступеней, говорят о больших вещах. Много ступеней. Вот именно много ступеней. Поэтому они приходят учиться. Поэтому Да. они приходят к нам учиться, потому что, закончив консерваторию, получив диплом, люди понимают, что они не конкурентоспособны. Их не берут в театр. Их не берут в театр. И так далее. Они не могут победить на международном конкурсе. Да? И тогда они понимают, что им нужно еще учиться. А чему учиться? Значит, для того, чтобы воплотить какой-то образ, да, нужны какие-то средства. Средства – это… То есть не должно вставать вопроса какого-то технической невозможности спеть что-то, да? Значит, нужно заниматься просто вокалом, да? Нужно учиться дышать, нужно учиться тянуть звук, нужно учиться петь форте, пиано, нужно учиться петь легато. То, из чего складывается, собственно, ремесло певческое. А дальше форма музыкальная, дальше все нюансировки, какие есть. Да, и это должно быть органично, вместе, одновременно. Не что-то я отдельно делаю, а потом это сделаю, а потом сделаю что-то другое. Вместе и органично. Поэтому очень важны и традиции, и современность. При таком вот отношении, я вас уверяю, и зритель, и слушатель будет совершенно иначе, даже не подготовленный. Воспринимать будет, да? Это уже много раз проверено. Вот такой вопрос. У меня подготовлен, он был заранее. Я знаю, что вы люди, как бы вы в курсе событий, которые происходят на постсоветском пространстве. Есть такой вот очень интересный подход в некоторых постсоветских республиках, которые с обретением независимости взяли курс на национализацию, так сказать, идей и вообще и национального подхода к построению культурной идеологии в собственных странах. В некоторых странах в определенный исторический период, не так давно, допустим, в том же Туркменистане, власти решили отказаться вообще от оперного искусства. Было заявлено на уровне, на самом высоком, что эта культура, это искусство, оно чуждо нашим национальным ценностям или нашим национальным традициям. Там, где вот как раз этой культуры не было по разным причинам, там есть государство, где очень большие средства вкладываются, чтобы оно было. Там Почему строят. будешь называть? Это Япония, например, совсем недавно. Относительно Японии это уже давно есть. Но когда-то это все тоже это, в общем... был фольклор. Да. И это все оркестры, сумасшедшие, если можно так сказать, деньги вкладываются туда. Но уже есть результаты. Во-первых, есть результаты в том, что есть певцы очень неплохие оттуда, оперные. Потом Китай сейчас тоже вкладывает, очень много оперных театров там строится. Очень много мировых имен. Южная Корея и так далее. Вот то, что вы сейчас сказали, Эмираты и так далее. Понимаете, это не просто так. Да. Так почему это делается? Потому что это совершенно не важно, какая страна. Это мировое культурное достояние опера. Считаю. Я знаю, что Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, один из очень, скажем так, очень спорных личностей в политике, но очень оставивший свой неизгладимый след в истории политической и своей страны, и вообще на том пространстве, на котором имели к нему интерес. Я знаю, что он является одним из промоутеров и человеков, который поддерживает оперное искусство. И будучи вот еще недавно в Одессе, он был законодателем фестиваля. Он просто восстановил, извините, оперные театры в Грузии. Да, ну, будем говорить конкретно, Батумский оперный театр. И в Кутайский оперный театр, он там не построил заново, конечно, но было восстановлено это все. То есть, понимаете,
технические возможности он дал для того, чтобы, например, Ананиашвили, да, в Тбилисском оперном театре, опера и балета театре, привез, пригласил ее, она с большим удовольствием согласилась, и очень хорошие результаты так сказать, балета. Ну, понимаете, это все делается после чего-то, после каких-то действий конкретных, которые, как вы сказали, первые лица, это не важно, вот может Саакашвили быть или там кто-то другой, но это важно, когда есть поддержка. Остальное же должны делать сами профессионалы. Конечно. В этих уже отремонтированных, сделанных театрах. К сожалению, не всегда это делается, но шаг со стороны государства, когда сделан, он всегда способствует какому-то развитию. Толчку, да? Да, обязательно. Я вам желаю успехов. Я очень надеюсь, во-первых, желаю вам, чтобы ваш концерт состоялся на ура. Спасибо. Чтобы вы были довольны в первую очередь сами, как люди, которые... Это трудно, но все равно я вам желаю успехов. И большое. вашей школе в первую очередь.